В деревне новостей мало, зато люди часто встречаются. Встречаются, значит говорить-то о чем-то нужно. Вот и выработался в деревне особый способ общения. Люди начинают разговаривать о вещах, которые и так всем известны. Например, Твои дети приехали из города? Да, приехали. И твои вроде тоже. Приехали. Твои ведь и на прошлой неделе приезжали. Слава Всевышнему. У тебя ведь уже 3 внука, да? Да уж, слава Всевышнему. И у твоей младшей, кажется, тоже родился внук. вот примерно так. Этот разговор может длиться вечно. Каждая из них знает не только сколько литров молока дает у соседа корова, но и какую именно курицу особо любит петух, но все равно пересказывает это заново, будто сообщает важную новость. Слушаешь и диву даешься. Ворота-то покрасили, вижу. Хотя ворота покрасили месяц назад, и сосед сам помогал красить. Да, покрасили. А вы ведь еще в прошлом году покрасили. Красиво. Да-да-да. Тем, кто не знаком с этой деревенской традицией, совет. Если попадете в такую компанию, не переживайте, что не знаете, о чем говорить. Просто констатируйте очевидные, никто и не удивится. Например, Дождь прошел, да. Ага, хорошо-то как. Картошки в самый раз. Сенокос как раз успели закончить. Успели, значит? Успели. И вы, наверное, успели. но если вы не знаете всех местных тонкостей, лучше не затрагивайте темы, связанные с хозяйством. Например, не говорите «варенье сварили, наверное, вкусное», а вдруг оно засахарилось. Еще подумают, что высмеиваете. А вот если варенье уже пробовали, тогда другое дело. Можно хвалить смело. Однажды мы приехали в деревню и видим, девушка у колодца воду набирает. Картинка красивая, мы снимаем. Вдруг оператор бросает камеру, подходит к девушке, берет у нее ведра и несет их пару метров до дома. А дом совсем рядом. Девушка, конечно, опешила, засмущалась. Я это вижу, спрашиваю, зачем ты так сделал? Он отвечает, понимаешь, в деревне новостей почти нет. Я им подарил новость. Эту историю они теперь весь год будут обсуждать. Я говорю, нет, Миша, не год. Вся деревня будет рассказывать это, пока та девушка не станет бабушкой. Мол, приехал как-то из города один русский и понес ее ведра. Ты им новость подарил на вечные времена. И на ее свадьбе расскажут эту историю. Главное, чтобы хороший муж был, чтобы не ежедневно это напоминал, а через день. Вот так и живет деревня, дружно. Иначе там нельзя. Там ведь не спрячешься за дверью. Живешь вместе, а значит, жизнь одна на всех. Не думайте, что я принижаю сельчан. Я сам-то полжизни провожу в деревне. Можно сказать, половина тела в селе.